Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, что смотрите мое видео, за ваши хорошие добрые комментарии, лайки, поддержку, донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто вам скоро признается, либо откроется в своих чувствах? Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Очень интересно. Смотрите, ваш образ, почему-то вы нагая здесь, и вот оно, смотрите, огромное сердце с большими руками. Видите, вот оно сердце с большими руками. Ах, девочки, а вы знаете того, кто вам скоро признается. Этот мужчина вам нравится, этот мужчина вам симпатичен, а у кого-то отыграется, что вы уже влюблены в этого мужчину. Вот он вам так и скажет: ты для меня одна единственная, ты для меня любовь всей моей жизни, ты мое небо, ты мое солнце, ты мой космос. Так и скажет, потому что вас обнимает сердце, понимаете? Сердце, кстати, одно на двоих идет. То есть это взаимное чувство, взаимная любовь. Девчонки, кто-то вам нравится. Вот подумайте, кто вам нравится, что за мужчина вам нравится. Либо вы уже в отношениях с мужчиной, да, вы встречаетесь, общаетесь, испытываете к нему чувства. Вот оно взаимное, и мужчина вам в нем признается, перед вами откроется. Слушайте, это момент счастья, это момент вашего триумфа. Здесь вы прям, смотрите, ручки назад откинули, такая счастливая, прям вся летите навстречу этой любви, этим чувствам. А чувства вас прям накроют с головой. Очень классная картинка. Я за вас безумно рада. Здесь человек ходил в маске филина. Да, то ли вы встречались, он просто тупо молчал, да, не мог из себя там пару слов выдавить, типа «я тебя люблю». Либо действительно какая-то была симпатия, вы друг на друга там периодически поглядывали, либо друг другом там интересовались, но не более того. Человек снимает эту маску филина, да, эту голову филина, и открывает вам свои чувства. Кому-то признается в симпатии, кому-то признается в любви. Но то, что вы будете счастливы, то, что вы будете довольны, и это 100%. Кстати, у кого-то из девочек, вот я вижу, тут замужние зашли. Может быть, с мужчиной ухудшились отношения, с супругом с вашим. Может быть, какой-то холодок между вами пробежал. Может быть, вы его даже подозреваете, что он там ходок направо-налево. Мужчина прямо обнимет, в глаза вам посмотрит, признается в чувствах. И, девочки, вы ему поверите. И это будет очень-очень-очень-очень сильно приятно. Вот вы счастливо себя почувствуете. Так, еще по поводу вас. Пару слов хочу сказать. У вас за спиной что-то зарождается, начинается, либо прогресс у чего-то идет за спиной. Вы пока этого не видите, не замечаете, либо в упор не хотите видеть, может быть, чем-то другим интересуетесь. Как что-то прям такое важное, существенное и судьбоносное, как новая дорога в жизни, новый этап в жизни. Понятно, что у каждой по-своему отыграется. Ваша жизнь буквально пару недель, либо, пару недель, может быть, 2 месяца, да, 2-3 месяца, и жизнь будет совершенно другой, какой-то новой, такой наполненной, насыщенной, и очень много добра идет, таких добрых ощущений. Очень поменяется ваша жизнь. Опять же, вы все разные, отсыпка общая. Отсыпка нас на любовь, а видите, показали ваше будущее. Что-то вот прям нагрянет, уже на пороге стоите этого, но пока не видите, спиной стоите, к сожалению. Не туда смотрите, вы все про любовь, а тут
что-то покруче, чем любовь идет. Прям судьбоносное очень сильно идет. То, что на всю вашу жизнь повлияет. И на вас, и на всю вашу жизнь. Так, еще кто что вам скажет, в чем признается. Женщину мне тут показывают. Женщину, камень таскает эта женщина. Обиженная на вас очень сильно. Обиженная, страшно. Аж черная вся, черная. Злится на вас, обижается, плохие слова про вас говорит, посыл такой плохой, пространство дает. Знаете, как там, чтобы добра не было, да ты такая, да клятая, проклятая и прочее, прочее. Прям каменюку таскает, понимаете, каменюку. Хочет этой каменюкой вас ударить. Ну нет, не сможет. Во-первых, она не сможет. А во-вторых, эта обида, она неправомочная. То есть она на пустом месте обиделась. Либо у вас не было цели ее как-то, не знаю, достать, вывести из себя, что-то ей плохое сделать. Может быть, попутала что-то, перепутала. Может быть, из-за зависти что-то с ней там случилось. Смотрите, вот она попытается на вас, ну, окрыситься, что-то вам высказать, как-то какую-то нападку, да, вот сделать на вас. Ну, там же и затухнет. Там же и затухнет. Нет у нее силы, нет у нее возможностей, ничего. Она пустышка, пустышка. Она настолько зациклена на этой обиде, как будто бы вас винит во всех своих неудачах. И я вижу, что эта обида ее выжжет изнутри. Изнутри. То есть могут быть всякие кризисы у этой женщины, по здоровью кризисы могут быть, сердечные, и, там, и давление может быть, и да что угодно может отыграться. То есть плохо ей будет, очень плохо. И смотрите, девочки, я вас сразу предупреждаю. У вас этой женщиной будет стычка, после которой этой женщине прям совсем хреново станет. Вы уж простите за выражение, но так оно и будет. Чтобы вы, девочки, себя не винили, чтобы не думали, что ой, это из-за меня. Вот если бы я там была подобрее, поспокойнее, повежливее, да, не надо так думать. Это не из-за вас. Это потому, что эта женщина сама идиотка. Да, сама себя заразила этой ненавистью, этой злобой, этой обидой. И с ней этот кризис произойдет не из-за вас, а из-за нее самой. Вот запомните мои слова, никогда себя ни в чем не вините. Вы абсолютно ни в чем не виноваты. Ни перед ней, ни перед людьми, ни перед высшими силами. Вот. А то, что она сама себе это все учинит, ну так это ее проблема. Это ее проблема. Так, еще кто в чем вам скоро признается, кто перед вами откроется. Здесь очень похоже на ситуацию, как в семье, что ли. Семья. Не могу сказать мужчина-женщина, но кто-то перед вами откроется в том, что вы умная, вы сильная, вы смелая. Может быть, человек вас критиковал, может, как-то ставил под сомнение какие-то ваши действия, высказывания. Человек перед вами откроется и скажет, вот за тобой наблюдаю, да, я тебе говорю одно, а по сути, как бы ты превзошла меня, ты гораздо лучше меня, ты очень умная, ты самодостаточная, ты интеллектуально развита. То есть такие слова услышите, ну, они вам, так знаете, поцелуйчики в уши будут. Настолько приятно, и особенно приятно будет услышать от этого человека, как признает вас, признает за вами какие-то вот особые скиллы, способности. Это может быть сварливый отец, может быть строгая мама, может быть строгая бабушка, может быть даже это ваш муж, да, который ну, не слушал вас, не прислушивался, всегда там говорил про вас в каком-то фривольном тоне. Да, и тут он скажет, Господи, как же ты права, какая же ты умная. Ах, готов молиться, да, на тебя за то, что ты есть в моей жизни. Ну, хорошие слова услышите. Вы их не ждете, но они вас явно вот прям обласкают, эти слова. Так, кто-то, кстати, на работе подобное услышит. Будут хвалить за профессионализм. Может быть, какой-то коллега, который больше всего к вам цеплялся. Может быть, начальник, который там всех дрессирует,
домостроем занимается на работе именно, да, вот вы все как дети полоумные, а вот он один звезда балета, да, всех вас строит и равняет, да, какие-то хорошие слова вам скажет, так и признается, что вот я к тебе цеплялся, потому что ты лучше, чем я, потому что ты более профессиональный, либо там еще что-нибудь вам скажет, да, в таком ключе. Но это будет очень необычно, но опять же очень приятно. А вы почему-то подвох можете искать. О, скорее всего, он хочет мне там дополнительную работу подкинуть. Нет, нет, девочки, нет. Человека совесть все-таки, может быть, в каких-то минимальных дозах, но присутствует. Вот идет такой случай, что хорошие слова вам так и скажет. Так и скажет. Так, еще с левой стороны очень похоже на детскую фигурку. Ребенок, ваш ребенок, может быть, уже взрослый даже ребенок, ну, либо маленький, либо взрослый, ну, вы все разные. Здесь как какие-то добрые, ласковые слова вам говорит о том, что любит вас очень сильно, о том, что вы самая красивая, самая лучшая мама, либо бабушка на свете. Вот это до слез. Вот когда говорят дети, это до слез. Прям сердце дрогнет у вас. Ну, в хорошем смысле этого слова. Может быть, натянутые отношения. Может, ребенок не слушается. Может быть, ну, прям совсем взрослый стал, либо стала, живет своей семьей, там, редко видитесь. А вот такие приятные слова скажет. Ой, возрадуется ваше сердечко. И слезы радости я у вас вижу. Да, действительно, слезы радости. Так. Странно. Здесь показывают кого-то из людей в вашем круге, в вашем окружении. Человек перед вами в чем-то виноват, провинился, провинилась. Но это прям что-то совсем давнишнее, прям давным-давно было, да, дела минувших дней. Человек все ходит, совестью мучается. Здесь я вижу момент, когда человек вам признается, откроется перед вами, что есть вина, что вот когда-то давным-давно этот человек что-то сделал неправомерное, либо противозаконное, либо очень неприятное для вас. Вы, если честно, даже сразу и не вспомните. Кстати, будете этому очень удивляться. Представляете, столько лет человек жил и об этом думал. Да, этим болел, да, потому что совесть мучила. И вот, наконец-таки, перед вами покаяться. Смотрите, еще вижу такую ситуацию, что человек после покаяния может даже на какое-то время выпасть из вашей жизни. То есть, ну, стыдно будет вам в глаза смотреть. Вы либо как-то сразу проговорите этот вопрос, либо дайте этому человеку время на прийти в себя. Да, не надо там разыскивать. Пусть придет в себя сам, либо сама появится. Да, кто-то перед вами очень-очень сильно виноват. Ну, либо не очень сильно, но человек это воспринимает как что-то ужасное. Очень, кстати, этим страдает и мучается. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.